Это программа «Личное дело» телеканала СТВ САФО. С вами Тимур Варки. Здравствуйте. Ониғол Бобоназарова выдвинута единым кандидатом от оппозиции в президенты Таджикистана на выборах, которые пройдут 6 ноября в Душанбе. Известная таджикская правозащитница и общественный активист Ониғол Бобоназарова выдвинута единым кандидатом от оппозиции на предстоящие 6 ноября президентские выборы в стране. Об этом сообщает газета «Азия Плюс» со ссылкой на представителей Объединения реформаторских сил Таджикистана ОРСТ. В понедельник, 9 сентября, состоялось заседание рабочей группы ОРСТ, где и было принято такое решение. Кандидатура Бобоназаровой была поддержана единогласно. Среди других возможных кандидатов в президенты рассматривались также кандидатуры активных членов ОРСТ, таких как Мухаммаджон Косимов, член инициативной группы по созданию партии «Новый Таджикистан», а также представитель этой же группы и по созданию партии «Новый Таджикистан» профессор Ходжи Мухаммад Умаров, а также председатель социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зоиров. По данным СТВ САФО, то есть по нашим данным, остальные кандидаты взяли самоотвод в пользу Ониғол Бобоназаровой, за которую проголосовали все остальные единогласно. Официальная пресс-конференция, на которой будет озвучено имя кандидата от оппозиции, состоится во вторник, 10 сентября. Ониғол Бобоназарова в конце 80-х годов стояла у истоков создания Демократической партии Таджикистана. В 1993 году она была арестована по обвинению в подготовке государственного переворота и измене родине. После освобождения она продолжила правозащитную деятельность и более 10 лет проработала советником по правам человека в Душанбинском офисе ОБСЕ и других международных организациях. Последние несколько лет Бобоназарова возглавляет общественное объединение «Перспектива Плюс», которое занимается мониторингом ситуации в тюрьмах, борется с пытками, защищает права женщин и трудовых мигрантов. Такие новости из Душанбе. В этой связи я хочу сказать, что Ониғол Бобоназарова – это тот человек, который сегодня может праздновать независимость Таджикистана, этот праздник с не меньшим правом, а может быть с большим правом, чем те, которые сегодня с высоких трибун говорят о независимости Таджикистана. И вот почему. Потому что именно те партии, представители которых хотят видеть в Ониғол Бобоназаровой президента Таджикистана, стояли у истоков таджикской независимости, которая отмечается 9 сентября. Тогда, 9 сентября 1991 года, независимость была объявлена по требованию и под давлением митинга оппозиции, состоявшего из сторонников Демпартии, в которую входила Ониғол Бобоназарова, а также партии Исламского возрождения и народного движения Ростохез. Таджикский парламент Шуре-Оли, состоявший в большинстве своем из членов КПСС, после того, как тогдашняя власть в Душанбе поторопилась поддержать 19 августа 1991 года госпереворот ГКЧП, был вынужден хоть как-то реабилитироваться и объявил независимость Таджикистана. Кстати, Таджикистан стал едва ли не последним в параде суверенитетов республик СССР. Большинство республик СССР, в том числе и Россия, к тому времени уже объявили о своей независимости. Но тогда, в сентябре 1991 года, участников митинга за независимость Таджикистана заклеймило государственное телевидение, обвинив их в попытке свержения строя и надругательстве над ценностями коммунистической власти. Сегодня же официальные лица, многие из которых тогда выступали против независимости, уже давно присвоили себе чужие заслуги, однако исказили идеи, которые им никогда не принадлежали. В 1993 году Ониғол Бобоназарову обвинили в попытке госпереворота те, кто объявлял себя тогда защитниками конституционного строя. Парадокс в том, что этого конституционного строя уже тогда не существовало, так как в декабре 1991 года Советский Союз прекратил свое существование, и опять не по воле Таджикистана или его оппозиции, а в Беловежской пуще, где главы 3 славянских республик решили судьбу всех граждан СССР и всей страны. Словом, властные элиты Таджикистана и тогда плелись в хвосте у событий и не отличались стратегическим мышлением.
За 20 лет после обретения независимости они хорошо поняли ее выгоды для себя, однако не смогли или не захотели реализовать сути независимости и свободы, которые требовало время и которые ждали люди. Сегодня мы слышим больше звона и трескотни о независимости, нежели видим ее в реальности. Идеи независимости приняты на вооружение просто как лозунг, просто как ширма для осуществления личных и групповых интересов, которые ничего общего с истинной независимостью и интересами народа не имеют. 2 миллиона граждан Таджикистана ежегодно голосуют ногами против социально-экономического положения в стране и отсутствия политических свобод в стране, в пользу стран, где они могут найти работу и более вольно дышать. Некоторые злые языки, правда, говорят, что власти якобы отдали 2 миллиона граждан в рабство другим странам, но по меньшей мере люди там работают и помогают выживать оставшимся на родине. Еще один результат фальшивой независимости – это рост внешнего долга и зависимость от воли иностранных хозяев, а также нарушение конституционной нормы о территориальной целостности страны. Осуществляется передача своих земель кредитору, налицо полная зависимость от внешних рынков, в том числе сельскохозяйственной продукции. И это вовсе не та независимость, за которую 22 года назад ратовали представители оппозиции Саид Абдулло Нури, Аслидин Соибназаров, Тохир Абджабор и Ойнихол Бобоназарова. Независимости и свободы на самом деле нет до сих пор. В Таджикистане до сих пор независима только властная верхушка. Независимо от народа, от электората, от носителя все еще бумажного суверенитета. Власть уверена в своей независимости и всеми способами продолжает бороться против мирной демократической сменяемости, препятствует переменам и преобразованиям, видя в них главную опасность для себя, позиционируя себя как государство, а не как группу наемных менеджеров. Но уже давно пора понять, что Таджикистан, страна, народ, государство и власть – это не одно и то же. И если люди хотят перемен, это значит, что у них есть претензии именно к власти, то есть к наемным сменяемым менеджерам, а не к государству, с которым нынешняя власть себя ошибочно отождествляет.